вас все? Спасибо. Трек Алмазбекович, у вас есть вопросы к представителю Джоркиниш? Да, у меня есть один вопрос. По вашему выступлению, скажите, пожалуйста, ваша позиция такова, что статья 146 Налогового кодекса призвана уплачивать налоги, создана, чтобы платить налоги? Да, в принципе. Нет, вообще устанавливается взаимодействие органов налогослужбы с банками. Все, хорошо, у меня нет вопросов. Угу. Уважаемые судьи, есть вопросы к представителю Джоркиниш? Да. Есть? Да, Нет? да, Есть? да, Давайте. есть один вопрос. В общем, когда мы изучали ваш ответ на это ходатайство, было такое выражение, что статья 29 Конституции относится к главе 2 «Личные права и свободы». В то же время личные права и свободы присущи только человеку, но никак не юридическому лицу или физическому лицу со статусом индивидуального предпринимателя. Вы придерживаетесь, да, этой Да. позиции, да? То есть как официальный представитель законодательного органа вы предполагаете субъектный состав статьи 29 Конституции, она касается только, то есть субъектный состав это есть только граждане, не юридические, не физические лица со статусом индивидуального предпринимателя. Так я понимаю ваше? 29 статья Конституции. Вы пишете, что к этим правам присущи, то есть только эти права, да, касающиеся главы 2, в частности статьи 29, присущи только человеку, не физическому лицу в лице индивидуального предпринимателя, не юридическому лицу. Я сейчас уточню, потом после... Вы затрудняетесь ответить, да? Да. Хорошо. Да. Есть еще вопросы? Да. Пожалуйста. Самат Кыштыбекович, по поводу вот нашей оспариваемой статьи, да, я хотела задать вам вопрос. Вот по мнению законодателя, вы же принимали эту норму. Да. Если мы посмотрим подпункты А, Б, вот части пункта 1, части 1 статьи 146, да, вот если вчитываться, подпункт А говорит об открытии, закрытии, наличии счетов налогоплательщиков с указанием номеров. Речь идет о всех физических и юридических лицах, да? И если мы посмотрим подпункт Б об операциях, проводимых на счетах организаций и индивидуальных предпринимателей, да? А также информацию о текущем состоянии их счетов. То есть речь идет о том, что несколько разный подход к физическим лицам, которые не являются индивидуальными предпринимателями, и несколько другой подход к организациям и индивидуальным предпринимателям. Так, да? Если мы посмотрим подпункты А и Б пункта 1 части 1. Да, правильно. Они То есть разные. мы их разделяем несколько, Да. получается, да? Да, И тогда правильно. мы подходим к части 2 оспариваемой, от статьи 146. Это касается всех налогоплательщиков, или это все-таки идет конкретизация об организациях и индивидуальных предпринимателях? Что они должны банки передавать всю информацию о текущих счетах, да, то есть написано, Да, физические о состоянии. лица, да. Сейчас я вам напомню, да. Информацию передавать. То есть информация, если мы возьмем о физических лицах, не индивидуальных предпринимателях, речь идет только об открытии, закрытии и наличии счета, да? Можно так это понять? О движении, операциях речь об этом не идет. Какой смысл был вот, или закладывался замысел законодателя, вот, если мы говорим о структурных частях одной статьи? Если вы затрудняетесь ответить, может быть, мы спросим тогда правительство, Да, да, может, который был правительство, инициатором, да. да? Спасибо. Налоговая служба может отвечать, пока Есть еще пока не вопросы? работает. Присаживайтесь, Самат.